А сейчас в рубрике «Исторические события» речь пойдет о формировании системы образования в Ингушетии. Ярким знаменательным событием в истории Ингушетии стало строительство в 1867 году первой Назрановской школы. Для успешного управления на Северном Кавказе царская администрация нуждалась в грамотных горцах. Поэтому в 1842 году открыто подготовительное отделение для детей горцев. В разное время ее окончили первый ингушский этнограф-историк Чах Ахриев, первый литератор Асламбек Базоркин, просветители Иналбек Бузаров, Курас Мальсагов и другие. В 1848 году был создан Кавказский учебный округ, целью которого явилось развитие учебного дела среди горцев по принципам российской образовательной системы. К сожалению, в то время школ в Ингушетии было очень мало, и устроить на учебу своих детей считалось большой удачей. В XIX веке функционировали несколько школ во Владикавказе. С 1855 года открылась школа в станице Троицкая, имевшая всего 4 классные комнаты. В апреле 1867 года началось строительство школы в крепости Назрань. Строительство велось при материальной поддержке местного населения, которое представило почти все необходимые строительные материалы. Активное участие в организации этой работы приняли майор Базоркин, ротмистр Заурбек Мальсагов и юнкер Муртаз Дзортов. Помимо светских школ в Ингушетии появились первые духовные школы, в основном при мечетях, и содержались, как правило, за счет пожертвований. Там изучали арабскую грамоту, основы ислама, ингушскую письменность на основе арабской, а также правила поведения в быту и в обществе. Следует отметить, что несмотря на ограниченные возможности ингушских школ, именно они заложили основы просвещения общества в целом и дали нам многих ярких личностей во всех сферах